Все самое важное и интересное за эту неделю. Побои привели к смерти. Ухтинец обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью. Новый номер со старым банковским счетом. Ухтинка похищала чужие деньги через телефон. Красивому мосту красивые фонари. Переход возле стоматологии принял завершенный вид. И активным на заметку в молодежном совете идет набор в новый созыв. Эти и другие новости прямо сейчас. В Ухтинском отделе Следственного комитета идет расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Мужчина обвиняется в части 4 статьи 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Обвиняемый 1970 года рождения пришел в гости к знакомому. В компании своей супруги и женщины, снимающей комнату в этой же квартире, фигурант дела и его жертва начали распивать спиртные напитки. В какой-то момент обвиняемый решил припомнить знакомому про то, что он задолжал денег его жене. Началась стихийная драка. В ходе конфликта один из мужчин начал наносить другому множественные удары ногами, в том числе в область головы, грудной клетки, живота. В итоге мужчина скончался на месте происшествия. По заключению экспертизы у погибшего были переломы ребер, травмы головы и разрыв кишечника. Медиков вызвала женщина, проживающая в его квартире. На момент приезда бригады потерпевший был мертв уже несколько часов. Нападавший же сразу после конфликта покинул квартиру. Теперь он задержан. Ранее судимому по ряду статей ухтинцу, в перечне которых есть и 111, грозит до 15 лет лишения свободы. Ухтинский городской суд вынес приговор жительнице Ухты за хищение денег через мобильный телефон. По материалам уголовного дела известно, что женщина 1996 года рождения в мае 2020 приобрела сим-карту одного из операторов мобильной связи. Активировав симку, ухтинка узнала, что к абонентскому номеру подключен чей-то мобильный банк. Как оказалось, мужчина, который ранее использовал этот же номер, не открепил его от своего банковского счета. Не заявил о деактивации номера в банк, не внес соответствующие изменения в мобильном приложении. Так что уведомление с информацией по банковским операциям получала новая хозяйка номера. Так она и узнала, что на счете немало денежных средств. Находчивая дама решила делать небольшие переводы на карту своего родственника, чтобы после тратить для собственных нужд. В течение месяца она совершила ряд операций от 500 рублей до 2000. Также пополнила счет мобильного телефона. Но владелец банковского счета заметил странную активность и обратился в полицию. После обращения личность похитительницы денежных средств была установлена. Она была привлечена к уголовной ответственности. Подсудимая полностью возместила причиненный ущерб, имеет маленького ребенка и характеризуется удовлетворительно. Так что суд назначил наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком. День борьбы с диабетом отметили 14 ноября. Это заболевание входит в тройку болезней, наиболее часто приводящих к инвалидизации и смерти населения. Сахарный диабет увеличивает смертность в несколько раз. При этом в Ухте за последние годы фиксируют рост количества людей, которые стоят на учете у эндокринолога с этим заболеванием. Сухие цифры. 2012 год. На 126 тысяч жителей муниципалитета 4,5 тысячи диабетиков. Сегодня, несмотря на отток населения, на учете уже 6 тысяч ухтинцев. Заболеваемость растет. Почему растет? Потому что растет ожирение. Но, и все равно участвует в развитии сахарного диабета очень активно второго типа, очень активно участвует жировая ткань. Она со своими гормонами приводит к снижению чувствительности ткани своего собственного инсулина. И в конце концов, повышается сахар, потому что сахар в крови не должен быть выше определенных цифр. Натощак сейчас из крови из вены 6,1 и через 2 часа 7,8. Ситуацию не выправляет и то, что с каждым годом препаратов появляется все больше. По мнению ухтинского эндокринолога, нужно действовать опережающе. Сбалансированно питаться и ходить пешком минимум 120 минут в неделю.
И поэтому, значит, даже если у тебя не было родственников, была, может быть, предпосылка, но она просто не реализовалась. А с изменением образа жизни просто твоя предрасположенность реализуется вот в плане развития сахарного диабета. Так если есть уже кто-то диабет второго типа, там, значит, уже предрасположенность где-то 80-90%. Всегда спрашивают, а кто-то болел родственником диабета, да или нет. То есть не заболеть первым типом гораздо проще, чем вторым. Второй тип, значит, надо обязательно следить. Также медик отметила, что в этом году Ухта испытывает проблемы с поставками медикаментов для больных с сахарным диабетом, но повлиять эндокринолог на это не может, поэтому вопрос остался без комментария. Также врач рассказала, как получать рецепты на медикаменты в период пандемии. Если вам больше 65 лет, то по телефону, вызов врача на дом, значит, ты можешь заказать, сказать, что мне нужно выписать рецепты. И медицинский персонал, кто за это отвечает, он выпишет. Тот, кто моложе 65 лет, значит, может обратиться в поликлинику, и ему выпишут рецепты. Но и только риск заразиться в поликлинике во второй не больше, чем в обыкновенных условиях, потому что сейчас все-таки потоки разделены. Эндокринолог отметила, что очень часто люди обращаются с открытыми клиническими показаниями. Например, на проходивших раньше днях открытых дверей был случай, когда худого и молодого мужчину госпитализировали с уровнем сахара более 12, у него оказался диабет первого типа. У него нет никакой нет клиники. И вот начинает, значит, обычно диспансеризации может быть, 200-400 человек обнаруживаем. Но и без диспансеризации есть профосмотры, есть просто обращение в поликлинику, когда сахар-то входит в рутинное обследование. Но это когда сахар уже повышается, это значит, мы уже потеряли несколько лет. Мы должны уже раньше думать, что мы должны вот всегда оставаться молодыми и красивыми до 100 лет. Также врач поделилась опасением, что из-за пандемии коронавируса эти анализы стали проводить реже, так что людям самим нужно контролировать уровень сахара в крови. А тем, кто уже стоит на учете, напоминают все же сократить контакты, носить маски. Медик отметила, что пока непонятно, как коронавирус повлияет на сахарный диабет в целом, но носители любого хронического заболевания попадают в группу риска. Мост между автовокзалом и городской стоматологией принял свой завершенный вид. 18 ноября ограждение украсили симпатичные фонарики. Их устанавливал мастер, изготовивший и резные перила моста. Дмитрий Бетехин отмечает, что работы по этому объекту были не самыми простыми. Работы по изготовлению заняли более 2 месяцев. Узоры из металлопрофильной трубы украсили симпатичные уточки. К слову, мост в таком стиле для реки Чебью не первый. Подобный установлен ниже по течению. Правда, работал над ним другой мастер. Напомним, в парке Кио мост начали ремонтировать в апреле 2019-го, закончили в июле того же года. Мост у стоматологии был уже в аварийном состоянии. Работы по его реконструкции начались в августе 2020-го, были завершены в ноябре. Предприятие «Ухта-спецавтодор» пополнение 2 новых «Тумки», как называют их здесь, уже вышли на маршрут. Это тракторы, оснащенные ножом и щетками, предназначены для очистки от снега преимущественно тротуаров. Коммунальные машины ехали в Ухту долго. Переговоры с поставщиками затянулись, хотя их начали еще в апреле. Лизинг не подтверждали, компании просто не соглашались на срок в 3 года из-за нестабильной ситуации. Пришлось снизить сроки на 2 с небольшим года, так что сделка все же состоялась. Обошлись машины в 2 миллиона 300 тысяч каждая. И тут их очень ждали. В ночную смену по городу курсирует порядка 20 единиц техники. Старая техника вышла из строя. У нас было на прошлый год еще 7 единиц тракторов. 2 из них выходили из строя от старости, то есть, естественно, от использования. Вот. Мы, выводя эти трактора из строя, замена. Также эти тракторы счищают не только тротуары, но и подметают и сгребают снег с заездов. После небольшого техосмотра они уже с прошлой пятницы ежедневно выходят на работу в ночную смену. Совсем скоро в спецавтодор приедет и еще один такой железный работник. Также в лизинг администрация закупает и новый экскаватор.
Молодежный совет при руководителе администрации объявил о наборе депутатов в новый созыв. Общественная организация существует в Ухте уже давно. Ее задачей всегда была поддержка всевозможных молодежных инициатив, проведение культурно-массовых мероприятий и волонтерская деятельность. Совсем недавно совет приобрел статус юридического лица, что позволяет выходить на конкурсы грантов и осуществлять реально значимые для общества проекты. Главное, были бы желающие. Ежегодно в состав приглашают активистов. После всем созывам депутаты обдумывают план работы, обрабатывают новые идеи и реализуют уже традиционные ежегодные события. Мы корректируем, утверждаем, да, и ежегодно остаются мероприятия, которые мы проводим. Мы являемся соорганизаторами, например, Дня донора. Простите, а можно потише? Являемся соорганизаторами мероприятий, таких как День донора, День молодежи, потом молодежный форум 11 ежегодный, который проходит у нас. Организаторами мероприятий мы являемся, это «Свеча памяти», День героев Отечества и «Поздравь ветерана». Также мы стараемся ежегодно перед Новым годом поздравлять детей в больницах. Экологические акции, праздники для детей и молодежи, в планах куча задумок. И чемпионат по киберспорту, и фестиваль уличных видов спорта, конкурсы граффити и муралов, масштабных рисунков на стенах домов. Также нужно взяться за те проекты, которые так и не были доведены до ума. Например, архитектоника, целью которой было создание новой достопримечательности в Ухте. Заглохла она после выбора эскиза малой архитектурной формы. Так что совет просто нуждается в молодых людях, которые готовы реализовать все эти задумки, активных, творческих и инициативных. Тех, для кого общественно полезная работа и решение проблем молодежи может стать нормой жизни. Что же нужно сделать, чтобы получить молодежный депутатский мандат? Ну, для начала пройти по возрасту. Быть не младше 18 и не старше 35. До 1 декабря мы принимаем документы от кандидата в депутаты. Это заявление на вступление в 12-й созыв. Это анкета, в которой молодой человек расскажет о своих видениях, как раз проблемы молодежи, идеи по реализации, проект, краткое содержание проекта, ну и, конечно, свои персональные данные. Ну и еще один документ, который нам нужно представить, это видение своего мероприятия или проекта. Это может быть не полностью готовый к реализации проект, могут быть просто наброски, главное, чтобы в них были отражены цели и задачи, проще говоря, актуальность. Если у вас есть стремление вступить в ряды этой молодежной организации и проявить свою активность, талант и целеустремленность, можете узнать подробную информацию в группах в соцсети ВКонтакте «Отдел молодежи» и «Молодежный совет». Также вопросы вы можете задать по номеру 76 32 94. Отбор планируется 3 декабря.